С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет. Скоро наши дети и внуки будут знать о ней только по книгам и фильмам. Оставшимся в живых солдатам этой войны сегодня уже далеко за 90. С каждым годом, с каждым днем их становится все меньше и меньше. И все дальше от нас эта война. И все меньше остается правда о ней. Когда война началась, мне было 17 лет, а моей сестре Лены было 14 лет. Война началась, я пошла в магазин за хлебом пошла. А по радио передают внимание, что война началась. Вот как началась война, она в 41-м началась, да? В 41-м началась это. Тут же нас все, дороги все были перекрыты, нам уже ехать некуда. Наш отец был партийный, он то же самое пошел у партизаны. Ему ж деваться партийный, а партию их сразу немцы казнили, да, били, да все на свете. Ну и что ж, когда началась война, он пошел у партизаны, отец наш, а мать была дома, скотина была, коровы были. Ну и что, мать готовила ему хлеба еще готовила, а я на раненой лошади возила ему лес партизанам, а партизан тогда мало было, совсем мало было. Отец бы, он хлеба им туда возил, но есть возила ему лес. Отец и говорит потом: доченька, ты скажи маме, чтобы она воды нагрела, да окна замаскировала, чтобы это. Ну и все, я так и пришла и сделала, сказала маме. Мама сварила супу, с воды нагрела, он только намылся, отец только сел за стол, тарелку на супу поставил на стол. Вот стучат у дверь стучат, а вот я не помню, какое число было, но уже были морозы. Вот такие вот, наверное, вот такое, наверное, время. Стучат: партизан, открывай, мы за тобой пришли. Отец встал и говорит маме: ну, передай, говорит, твоим сыновьям, что меня забирают. А дочек храни их, как только знаешь, храни их. Он боялся, что над нами будут издеваться сильно. Ну и что ж вы думаете? Забрали его и увели его, а немцы стояли в Трубчевску, вот тут, господи, ну ладно, Трубчевск, там был штаб немецкий в Трубчевске, и его туда забрали, пустили. Не прошло время, ну может месяц прошел, может меньше прошло. Явились за нами, за нашей душой, с мамой пришли. Все в избе, вот так все перевернули, все, и постель перевернули, все перевернули, спрашивают, где партизаны. А мама говорит: а я откуда знаю, где партизаны? Что, ты же, говорит, хлеба им возила, ты же их хлебом кормила. Вот видите, это были изменники нашей родины, наши русские, и пошли за немца. Сволочи они. Но они получили за это, за все они получили. Они получили, за все получили. Ну и что ж, нас избили с сестрой, до полусмерти избили. Откуда ни возьмись, партизаны явились, стали перестрелку делать с полицаями да с немцами. И отбили немцев этих. Партизаны отбили. Нас с сестрой забрали в лес. Отвезли нас в лес, и мы 3 месяца там в лесу, в холодных землянках лежали. А никакого лекарства не было, ничего не было. Выжили. Я вперед ее выжила. Мне, наверное, покрепче я была ее. Она, что ей 14 лет было? Еще ребенок был. Ну что ж, выжили мы. Ну что, куда ж деваться теперь? Надо оставаться у партизанах. А был у нас командир Василий Иванович Кошелев. Тогда мало было еще партизан.
Он и говорит: доченьки, вы оставайтесь у нас, в лесу. Как-нибудь, говорит, переживем это все. Ну и что ж, мы остались в лесу. А нас куда попросят, пойдешь. Вот нас посылали с сестрой в разведку. Одевайся, говорит, лицо намажь грязью, да все это. Иди, узнавай, где немцы стоят. И как они там, а что делают немцы. А иди-ка ты ночью. Что нам было по 17 лет? Я еще глупая была. Это вот сейчас ума набралась. А тогда что я была? Да боялись все на свете. Ну и что ж, пойдешь. Зашли мы к одной старухе, постучались, у ней свет горел, постучались, она нам открыла, а мы стали спрашивать у нее: бабушка, ты скажи нам, где немцы? Она говорит: а вам зачем? Вам зачем, говорит, немцы? А я как скажу, что зачем? Я говорю: так просто. Мы родителей, говорит, я говорю, потеряли. Вот ищем родителей своих. Где их девали? Куда их девали родителей? Ну что ж, думаешь, все, старуха это. Я заплакала. Она говорит: а вы что, доченьки, есть хотите? А я говорю: да, бабушка, есть хотим. И все. Она говорит: а вы ночуйте у меня. Ночуйте у меня. Вот мы с Леной и с сестрой у нее поночевали. Но не знаю, мы узнали, где немцы эти, нет ли. Ничего сейчас ничего не понимаю. Мы пришли. Она говорит: вы же не скажите никому, что вы у меня были. А то и меня, говорит, расстреляют. Скажут, что партизаны были. Нет, бабушка, мы никому не скажем. Ну что ж, пришли, сказали ему это, Василию Ивановичу. Он говорит: хорошо, сейчас. И у нас это... А надо было железный мост взорвать, где немцы ходят это. Первая прошла эта маленькая, по железной дороге, как ее теперь не знаю, прошла. И из-за нее, немного погодя, должна поезд идти. А партизаны говорят: сейчас мы пойдем мину ставить, а ты смотри, чтобы никто не подошел, чтобы это не помешало. Ну что ж, я стояла как, что скажут, то я и делаю. Вот поезд подходит, они мину поставили, вот как он взорвался, а вот эти вагоны все друг на дружку, а немцы по-своему-то закричали, допустили эти ракеты, ну хоть иголки собирай. А нам говорит этот дяденька: вы недвижима, ты лежи недвижима. Я лежала не дыша, не знаю, я жива была, не знаю, мертвая была, как я лежала. Потом они, все успокоился этот немец, перестали эти ракеты пускать. Он говорит: ну теперь поползем. Вот мы ползли по траве, чтобы нас незаметно было. Вот мы выжили, пришли в лес, рассказали Василию Ивановичу. Он говорит: молодцы. Вот за это я вам, говорит, благодарность выношу. Нам благодарность выносил. Я принимала присягу в партизанах. Присягу принимала, что я хорошо должна работать и держать свою родину. Есть нечего было, что достанут партизаны, принесут, вот этим мы пользуемся. Если коров сумеют они взять в лес коров, вот мы за ними доили коров. Молоко это партизанам давали. У партизан мы белье стирали, чинили у кого. А когда уже было, они узнали, вот эти полиции, проклятая эта полиция, разузнали, где партизаны, где у Кошеля этого штаб Кошелевский. Налетели туда самолеты.
стали лес бомбить. Господи, вот где был страх Божий. А выжили ведь, выжили. Господи, это только легко сказать, и легко только... А подумаешь, как прожить это все на свете. А когда уже нас освободили местность, ну, где мы были в лесу, это, там не один был Кошелев, а там был и Колпаков, там много отрядов было в этом лесу. Война затронула каждую семью и сердце каждого гражданина Советского Союза. Поэтому только из уст ветеранов Чувашской Республики можно услышать тысячи вариантов попадания на фронт. Я в курсе шоферов вагадим. И 48 шел батне, уже шофер был задохрен, так? И шлемешка моя, я здесь стажер Олег Хагибекмар, сразу права бумажка, стажерка здесь. Стажерка варася, так? Вот моя стажироваться бумажка, например, ядерында воинская автоколонна драться. 4-я автоколонна Гушездор НКВД СССР. Вся автоколонна Кабердвася Сорорла ядерында. Вот шанда Кабердуны жерде пин автоколонна слез Горск шолышан евшен долтарася. Ну вот, онда пин машин зенелар расклетуча, так? А пире халда пеш машин зене туреклар масса. Шо ремонт телер машин зем машин зем юзамашкин юзамал висен не хушин дара сперед, так? И вот эвер жанда Вищен, Разуваев, Давыдов, Разуваев вылзем Литва Рангильскерзем, жене, кунда ядерда вырнаштарны болна. И Давыдов, мысли сачи Шумлинскарендан. Ай прекала жепар, айда садагапар. Садакра жепар, пире машин бараш. Ха крепер военкомада, вот сапла, эвер садагашин. Эвер дет вол колонна ран или емеспар. Вол пире причинасы не баламар. Вол Гушездор НКВД СССР не баледет. Но эвер депер пидегас депер. Но кускораттер. Тебер эрне илцестен. Эрне итти. Эвер хай паргая ириек пыраттымыш машинзем. Хеллеги выготра, заводит тума переделар. Олты батне уже гаража сидеттіміш. Вот гаража бере диспетчер галадя. Мілі я бала гадет, сирет, мне военкомада женес. Эверним дежармас пар, пальмес пар тепер. Кайран гадепеш, саккарса мирцесін уже звонит турист. Начальник абылдереде. Пирінде чамыр сынезет, что-то коннан дед. Военкомада женес. Начальниклері военкомат пекалашы бұмылы. Яр қалмады дед конда хамар бада. Хайм батне. Кармыр. Разазым дед мен қтнадыр. Ма. А мен жетместі резір дед фурында қастыз военкомада ғана. А вот тепер езір пире машин зенелардашын мар. Азасам дед езір дед. Тоқтыр дед. Шула болу итшен. Вренер бо камашын зен Эвер шо пинлар аскрет. Ну так, мен жолу говорит, турвал бире, май гильмера, махнул рукой говорит, но мен беледер давай. Мен лебледе шапла. Бухгалтер не говорит, рассчитайтесь с ребятами, дертай. Вот параебр. Пире военкомат военкоматран сразу направление базис Рязань областня. Он до Октябрьский военный городок, Халянда военный тоже автомобильный училище. По Ангунда он дошли. Вот перешанда первый отдельный учебный автополка жанда закланным. Я родилась в 25 году, 25 декабря. Атяжский район, село Бутырки,
в Мордовии. У нас у матери двое ушли сыновей и муж. И в первые же дни войны пришли извещения, что муж и сын погибли, а второй сын пропал без вести. Мы с подругой своей, между прочим, соседка, написали заявление, с ней отправили в военкомат. Через некоторое время вызывают в военкомат, прошли комиссию, зачислили. И, значит, моя подружка дрейфила, но мне не сказала. И вот когда была уже отправка, ее не было. И вот я, значит, попала таким путем. В 43-м, в сентябре месяце, собрали нас там для отправки. Тогда не было пассажирских вагонов. Товарный вагон, называли телячьи вагоны, и повезли. Привезли до Саранска. Там остановились, там было распределение. И вот я попала в Чебоксары, в 8-й отдельный запасной полк связи. Присягу приняла, там курсантами были. Нас, значит, готовили на телеграфистов, морзистов. Мне присвоили звание сержанта и направили во второй Белорусский фронт, 38-й отдельный запасной, не запасной, 38-й отдельный полк связи. Вот. Первое крещение я получила под городом Брест. Ух ты! Да, Сразу. под городом Брест. Как раз подъехали, мы тут разгрузились, и суета какая-то, люди бегают, кричат. И мне запомнился один истошный мужской голос. Остановились, спрашиваем, что тут? Только что прошла бомбежка, оторвала ноги мужчине, его еще определить не могли, сразу всех ведь не заберешь. И вот это мне запомнился истошный голос. Нам предстояло там подняться повыше на обочину лесочка, на так пригорочек такой, там школа была. И мы в этом лесочке расположились, наши блиндажи, землянки, нас уже ждали. И вот что мы там обосновались и обслуживали наше советское военное командование. И вот только мы дошли до этого места, нас заметили немцы и стали бомбить. Вот, ну, когда летели самолеты, нам командир, значит, в укрытие, чтоб мы зашли. И тут лесочек был, и мы в укрытии в этом замаскировались. Он полетал, сбросил 2 бомбы, и покрутились, нас больше не видно, и улетели обратно. Через некоторое время опять прилетели, покружились, уже не бомбили. Но вот в первый раз погиб один паренек, тянул линию связи, молодой паренек погиб. Но мы вот переждали момент, а потом было приказано по своим местам, там и морзисты, там и бодисты, там СТ-35, там телефонисты. Ну, связь есть связь. Вот мы обслуживали советское военное командование. А потом вот, сколько там стояли, я уж не помню, из Белоруссии прошли по Украине. И вот что украинцы нас, конечно, встретили как освободителей, кидались нам на плечи, плакали, угощали своими пожитками, у кого что есть, жаловались, у кого дочку, у кого сына, в Германию отправили, у кого на глазах там расстреляли младенца. И запомнилась виселица, в виселице тело человеческое качалось на ветру, но никто не имел права его снять, если для устрашения и для Красной Армии, и для местных жителей. Вот это вот мне очень запомнилось. Мы шли всегда под девизом «За Родину, за Сталина». Родина-мать зовет. Мы победим, победа будет за нами. После, значит, Украины Польша. Вот в Польше
стояли мы пригород Варшавы, Прага. Вот. Там стояли мы 3 месяца, за недолго уж тут до окончания войны. За недолго. Вот. И как мне помнится, что объявили, война кончилась 28 апреля. Вот мне как помнится. И вот мы еще были в Польше, обслуживали также связью наше командование. И вот что, конечно, было, и сколько было радости, и мы обнимались, целовались, прыгали. Стрельба на улицу, у кого какое было оружие, в холостую полили и в общем, всю радость выплескивали, что ура, кончилась война. Вот. А уже в первых числах, вот числа 1 я уже была, уже мы были в Берлине, вот снялись с этого места, были в Берлине, вот 1 мая примерно, вот так. А вот 9 уже, значит, окончательно кончилась война. И мне вот предложили переквалифицироваться и остаться в качестве телефонистки, обслуживать также вот командование наше. Потом по некоторым обстоятельствам переехала в Дрезден, советской военной администрации земли Саксония. Там уже я была 4,5 года. Вышла замуж до 50-го года, вот в Дрездене жили. А в 50-м году уже приехали на свою родную землю. Написала стихотворение, скороспелое такое, но вылила свою душу. Хотите, прочту? «Святая Русь». О, Родина, Святая Русь, люблю тебя, мою родную, я за тебя всегда молюсь и землю-матушку целую. Люблю российские просторы, чужой страны не надо мне золотые горы, навечно предана тебе. Любите родину свою, да будет мир на всей планете, пусть будет родина в цвету, а в ней живут счастливо дети. О, Родина, Святая Русь, храни Господь мою родную, тобою я всегда горжусь и землю-матушку целую. Мана Виктор Тарасов, габоист, Павла габоист, он ученике Анатолий Любимов. Сейчас габоизм Виктор Тарасов. Alpirin, Чувашин Павла габоизм делал. Да, он сам Ченджибе Павла габоист. Вот. Сейчас Виктор Тарасов, он варзира был на Скерхрагури, Чукче. Пирн консерваторный Житмар, per кварталдан, кинотеатр «Пионер». Шанда Чапаев кино бурмагайны. Чапаев кино бурзабдердимирде тухн жүхнет ебір әкенже алық бағалар шағында ебір тухны жетре ел милиция, комендант мензем трась документ каждый терслезь. Ман теперь приписной свидетельство был, салда каймашел житне, а бронь жок. Он чне тем ли был на. Онда бронне ергелезеря ман пинхамлизема был управление по делам искусств. Чанжих не был бунде. Мана бронжок там она раз кыдасте вот и кайза хубаська упах на ирзинде ирек уже чаще затна. Те прогоняли Виктор Тарасов, а Поповицкий был занжих не бин директор консерватории. Он ученик, Виктор Тарасов хайбол завал. Ирзинде ирек кайза галана, шапка дезе ширась уже эпшок Саратовка. Тати все назад мана. Висим шулда улзал? Херих висим шулда. Вот вара шапла салда галекне шамба. Эпшуралны жолунда, эпшуралны севхерхей кивалны. Вот шапла шамба вара хватальной мобилизации сияса идінде. Онда вара мамба бірле салда крабарчы. Бір машинист Боровков деген скер, ой, трагедия. Ол Абат Семешкин базар açıp sagene машине слезала радион, понимаешь, помощник машиниста, паровозы. Сейчас açıp sagene, кешена
Ты дашь тоже паровоз синтинех, ты целась, параллельно киномда. Пинден, Хрихпильким сюда январь винтелер, Багратион деген операция был. Я бейким белорусский фронтра. Прибалтика с ней Ирига Галана еще Польшу на Быдомерда, он 20 артподготовка бусланзан. И больше командир орудий, Боров Кухман, мен был за первый номер, наводчик. И орудие копне наступление бусланы чен малдан шерлечав захат леттимсте, бара наступление артподготовка бусличень, чечемеле шерлеченда пуза грцеларда прана окопа. Бара артподготовка бусланжихне, пин отдельный истребительный противотанковый дивизион был на май, танк опасный вырналардась. Бара в случае пеме бусла молодежне турцаглар малада орудине, бара уйдем открытый площадка, шан зенеларца, шандан пемелли. Вот. Артподготовка, а и командир орудия хамавали ячейка, шандан пилик метрдан айкрара хорошо так чавай. Бара эпшавандаларна, хаман ячейкра, нишраларна. А кузем орудия кларзалардасте, пеме бусла засын, и вдруг снаряд сюда загар, и прямо пусть очикнем. Пусть отрада, мана уруди щек, салам, хаяк ларна, урабисен татылса кайна, хаяк дать Боровков, наводчик, татыкын, шуммизине пустардым. А солдат менде был, но каз кайран придимер. Солдат пин хыжалда, пинден пер икшер-вешер метрзен жеп, пызык. 203-252 мм артиллерии, пуск артиллерии ларач. Шанда пер снарядом, он да медный поясок здесь, снарядом медный поясок, был шав столагер загайзасын, он да ширим загр нарез порос, шав нарезикер загайзан вращательный, шав раганду заглазерай. Шав медный поясок и татл загайн, да столдан дугатте, хабыл-хабыл шаврын загайт, был мал лагаймаш, шав да пин расчет синий гурзею все весь расчет тохсагар катимбе печендер заелдым машине хыжал даем конечно. Вот и телемеле истории был задавать. Кончил 7 классов. Только в деревне было всего 7 классов. Школу. А остальные ходили в Яден, другие. Ну там 8, 9, 10. Вот. Нас тут собралось уже человек 8, наверное, пацанов. И все договорились и уехали в город Горький, в том числе и я. И поступил на завод «Красное Сормово», значит, работать, учиться. Там профсоюзная школа была, и мы и учились, и на практику ходили, и жили в общежитии. Кормили нас в столовой. Вот. А потом война началась. Война началась, и нас всех, значит, во-первых, лишили питания, за свое уже стали, а за нас кормили. Значит, в столовую ходили. И утром, и вечером, и в обед. Значит, 4 часа занимаемся учебой, остальные 4 часа на практике в заводе. Так трудились. Война началась, все это лишилось, все это ликвидировалось, и нас по 12, по 14 часов работать стали. Война. И 500 грамм хлеба получать там. Так что эту войну там встретил. И так длилось. Короче говоря, я в 24 году родился, значит, в день рождения мне начальник цеха. Я только хочу, что какое-то предчувствие, понимаете, начальник цеха пройдет и все, а это прошел раз, потом второй раз вернулся. А говорит, даже в этот раз то Володя, это Владимир Михайлович, вы извините, значит, а мне только исполнилось, значит, 18 лет. Вот. Вы в армии не были, вот вам повестка в армию. Война уже была.
началось это. Ну что, плакать не будешь? О, значит, тут все. Я говорю, вот так, все. Тут ты мне отдай карточку, ты мне то. И, короче говоря, я на квартиру пришел. Спасибо хозяйкам, где мы жили на квартире. Говорит, у тебя деньги есть, что ли? Я говорю, есть немного. Иди купи стакан молока. Вот. Ну, я купил там чирик молока, она мне несколько. Да, мне дали муки килограмм в магазин. Не дали, а продали. Вот. Я, значит, это принес, она мне лепешечек напекла, вот такой узелочек. Ну, там полкило, что ли. Вот, и на молоке испекла. И с этим узелком я пришел в военкомат. Значит, пришел, там нас 3. Вот завтра, вот к стольким часам приходить, и все. Но мы на другой день пришли. Значит, и это было в Горьком, там, в Сормове. Вот, приходим, значит, на железнодорожный вокзал, нас с документом, значит, пришли, что нас в армию взяли. О, молодчики, вы где были? Поезд ушел. Он только завтра вот в это время пойдет туда, по вашему направлению. Ну, 2 горьковских было, а я приезжий. Матеря плачут, а мне смешно. Ну, пришли на квартиру, я опять на свою квартиру пришел, говорю, тут мне, он который жил. А мы с товарищем жили вдвоем, наш же деревенский, вместе мы с ним учились, но его позднее взяли. Он был, я встал на Кагановичском районе на учет, а он в Сормовском. Вот. И его позднее взяли, меня раньше взяли, потому что я в другом районе был, на военном учете, ну, на приписку. Ну, вот так и на другой день мы пришли, поезда нет, еще нет, видимо, рано. И идет поезд, значит, полон нашей братвы, куда, чего, не знаю. Значит, установился. Мы сидим, значит, поехали. А куда? Куда повезут? Куда их везут? И поехали. Но у нас документ был на 3. Значит, потом только мы узнали уже, куда нас назначали. В офицерское училище. Вот. Мы узнали, я офицером не хочу, другой тоже не хочу. И мы вот с этим братвой с нашей уселись. Нас этот там сопровождал взрослый мужчина какой-то. Посчитал эту бумажку, что ж вы тут, И нас тоже в вагон взял, и мы уехали в Кострому. Полный состав нашего брата. Уехали в Кострому, значит, там, а тогда в Кострому моста не было, только до Костромы доходил, через Волгу моста не было, нас высадили, и мы вышли. Ну, куда? Их повели в костромские лагеря, это уж потом мы узнали, куда. А мы с ними маленько, а потом раз и отстали. И мы эти 15 километров 3 дня шли. Значит, полями, лесами, и, наконец, попали в костромские лагеря, куда увели этих солдат. Ну, тогда еще не солдатами они были. Вот и мы пришли. Значит, я говорю, ребят, давайте пойдем, у нас как дезертиров прихватит. Ну, пришли, у них еще комиссия не кончилась. Мы там километры от деревни, да, километр 3, мы 2 дня шли, 3 километра. Пришли, там направление прочитали, головами помотали и говорят, ну ладно, давайте. И тут же взяли нас, приписали. И наше похождение кончилось. Тут же бандировали, там прочее, и стал я учиться. Вот, Костромский песочник, Костромские лагеря. И направили нас всех, в общем, в полковую школу. Кончил полковую школу.
кончил полковую школу, всех моих товарищей, которые, значит, мне присвоили сержанта, а остальных младших сержантов, и их на фронт. А меня не берут. Не берут, я заявление начальнику, командиру бригады, командиру роты, пишу, почему туда-то, товарищ старший лейтенант, почему идите, куда вас посылают, а там видно будет. Ну, короче говоря, моих товарищей, с которыми я учился, всех на фронт, а меня оставили в полковую школу. И я там присвоили мне сержанта, значит, до этого. И я занимался в полковой школе, был, значит, командиром первого отделения. А командир первого отделения, он же помком, когда нет офицера, ты занимаешься. Тут вскоре, значит, мне, не знаю почему, присвоили старшего сержанта. Меня вся деревня провожала на фронт. Прям плачут, Феня, ай-яй-яй-яй. Поехала и училась в Чебоксарах 2,5 месяца на марксистско-телеграфистское. Точка Морси, точка та-та-та-та-та-та. Вот. И дочь учились. 12 часов это разбудят и пойдем работать. Так ничего. В общем, 2,5 месяца училась и отправили на фронт. На фронт через Москву прибыла на Волховский фронт. Туда мясной двор, старые русы, новые русы мы прибыли. И пешком шли до Ленинграда. Пешком. До этого русское село, кажется, какое-то село дошли. Пешком 40 километров. Вот. Потом в Ленинград попали. В блокаду. Вот. В блокаду наша армия целый год стояла в блокаде. Целый год. Блокада это хуже войны. На фронте стреляет, убивает. А тут еще голод режется горло. Нечего кушать, ничего нет. Мы 6 девушек сели у одной женщины, в общем, у них Люся была. Она в 5 классе училась. Мама, пить хочу, мама, пить. А где больше мне дать? Тут вода, ведь рядом. А в Ленинграде где там вода? Если дождь идет, немножко собирает, капает, а так, Митя, негде взять. Иди на небо. Так, пулемет. С обеих сторон. Ага, и воды не принесешь. Ай-яй. Я говорю, девчонки, господи, когда она умрет? А это уйдем к старику. А куда пойдем? А вот старику просили, я говорю, умирать. Пошли к старику. Там приходи, дверь открыта, все. Шифонеры полной вещи. Все. Вот. Кому чего надо? Никому ничего не надо. Теперь мы приходим от старика. Сочмены. Я марксистской работала. Марксистской, второй удар на армии. Марксистской. Марксистские, эстистские, бодистские, телеграфистские, телефонисты. Связь держали мы. Поэтому я всех начальников очень хорошо знаю. Они к нам приходили, ходят прям. Они приказ дают, а мы печатаем. Ага. Не успеешь, там не успевает, там же принимает. Угу. Она перебивает. Ага, повтори вот с этого слова. Ага, опять повторяю. В общем, в Ленинграде война, там еще голод. Вот. Приходим с работы, старика все ноги обгрызаны крысами. Фу, когда он умрет, уйдем отсюда. Угу. Его просили умирать. Крысы обгрызли, все ноги, все лежит. Потом пошли мы в другую квартиру. Вот. Вот, сама рассказываю, сама хожу, ведь там, прям, за горло хватает. Сама хожу там. Старшина говорит, девчонки, на машину. На машину? Я говорю, куда едем, товарищ старшина? На мельницу. На мельницу? Что там делать? Сама на мельницу хожу. Теперь сели на машину, приехали мы на мельницу. Со стены пыль собрали, мучной пыль привезли, туда добавили целлулоизу и мучная пыль и этот крахмал. Крахмал какой-то, муку, в общем, добавили какой-то, овсяную. Хлеб пекли, хлеб сверху очень хороший, но очень горький, потому что целлулоиза очень горький дает. Вот. Привезли, в общем, ай-яй. Сина говорит, мы в Ленинграде съели. Я, говорит, мясо, говорит, видела. Я говорю, мясо. В Ленинграде целый вот торчит нога. Мы вытащили,
Вырезали там, не за лошадь, не за чего это. Вырезали отсюда немножко. Поставили варить. Сверху прям вот такой черви. Уберем, убрали. Прям хочется кушать скорее. Поели, надо ребятам сказать. Пошли к ребятам. Я говорю, ребята, мы мясо нашли. Они говорят, мы тоже нашли, но у нас варится только у нас крысы. Они говорят, они крысы. В общем, блокаду сняли, еле-еле уж. Вот. В декабре мы выехали с Ленинграда по Финскому заливу. Господи, как обстреливали нас. На Оренбам надо было. Вот. Нас отопили. Ага. Вот такую доску положили. И баржа встала к берегу. Вот такую доску положили и выходили. Вот до сих пор в воде. Вышли и не знаем, куда идти. Там же себя-то нет ничего. Лес. Куда идти? Ага, оттуда приехать, значит, там Ленинград. Туда надо. Вот. На Оренбам мы едем. Вот. В общем, шли, дома стоят. Дома стоят, сошли мы. Там моряки, у них тепло. Ай, девчонки, вы откуда? Нас затопили. Ай, вы какие мокрые тогда, ребята, очень хорошие были. Заходите сюда, заходите. У них тепло. Мы там посушились немножко. Посушились и пошли искать свою часть. Нашли свою часть. Вот нашли, потом наступление, на Синявино надо было готовиться. Вот. Бой утром, 5 часов, артподготовка. Артподготовка началась, вот, длилась, наверное, 1,5-2 часа. И Оренбам заняли. Вот. А потом уж дальше. Я пошла за водой. Где взять? Ага, там колодец, не колодец какой-то, вода стоит. Я набрала 2 котелка, что там, ничего нету. Там все, окна открыты, все. И страшный обстрел. Я сошла на землянку, а землянка там, щупаю, там мертвые лежат. Там не убрано было ни немцев, ни наших, не убрано. Убитых. Потом утром их убрали, а мы на смену ходили. На смену ходили. Пахло страшно, прям. Идешь, пахнет. Прям. Вот. И наступали. Наступали, и все. Латвия, Литва, Польша, Восточная Пруссия, Германия. Меня палец поранил, теперь на плече работать тяжело. Неправильно. Точки тире. Фен тебе в санчасть. Санчасть? Ага. Санитаркой. Нисколько не вру. Санчасть и санитаркой. Это двойная смерть. А я стоим. В Данской столе мы стояли. Ко мне Маруся Китарова, Маруся Пиндюк и врач. Нас 4 было. Ко мне притащили 9 раненых. Никому ничего не перевязали. Кровь течет. Я взяла одного лейтенанта, голову ранена. Прям течет с него кровь. Я ему завязала, потом думаю, это не наш. Умер, прям на моих руках умер он. Скончался. Думаю, это не наш лейтенант, наверное, завтра заберут. Я его перетащил на 2-й этаж. Такие сильные были, да смотри-ка. Сама такая, ага. Вот. Ну, физическая крепкая я была. Я же в колхозе работала. Вот. Я его перетащил, потом на 2-й день забрали, я потом раз раненых я перевязала, потом Маруся прибежала, это прибежала. Вот. В общем, перевязали, и 2 очень тяжело раненых я повезла в санчасть. Санчасть. Это госпиталь. Наш санчасть был, здесь санчасть, госпиталь. Захожу в госпитале, а это что ехали. Вот где раненые лежат. Пить некоторые. Ага, вот так уши бредят раненые. Я смотрю, думаю, господи, прямо раненые. Вот сюда, вон, то улицы. Я зашла, вот такой стол, тут очень большой таз, тут сестра, тут врач, тут сестра, оперирует. Я зашла, я говорю, вот такого раненого, 123 полка связи, 2-й ударной армии. Ничего, говорит, полежит. Я говорю, как полежит? Они тяжело раненые. Возьмем, ага. Теперь я вышла. Я говорю, Леша, сейчас соберут вас, я говорю, это с собой, на операцию, мы уедем. Ага, Аким говорит, Феня, садись в кабину. Я в кабину села теперь.
Я там все, на кузов ездила. Они на носилках держат. Я одной ногой, а другой ногой это держу их. Вот так расчет. Ага. Вот. Теперь села я. Ты видишь, 6 самолетов немецких летят. Госпиталь бомбить. Я говорю, вижу. Ага. Хорошенько держись. Эх, едем, прям расчет, прям. Мы проехали. И этот госпиталь все разбомбили. Ага. Врачка прям около операционного стола погибли, все погибли. Мы дальше Берлина были. Ага. Ребята говорят, девчонки, мы едем в Берлин. Берлин недалеко, где там? Ну, километров, наверное, 30 нет, 15-20, наверное. Ага, мы сели, поехали, шли до Рейхстага. Вот расписалось все где-то. Господи, зашли мы в Рейхстаг, ходим, там у них люстры все такие позолоченные, ужас. И расписались мы. Мы из Ленинграда расписались. Вот в Рейхстаге. Значит, освободили мы Варшаву, и войска Первого Украинского фронта под командованием Жукова направились на Берлин. А с правой стороны остается Балтика с Кенигсбергом, вот, с Восточной Пруссией. И это угрожало Жукову, что он пошел на Берлин, и что оттуда справа могут его отрезать под Берлином и уничтожить. И Второму Белорусскому фронту было приказано идти по Висле к Балтийскому морю и столкнуть немцев в Балтийское море. Или пускай на запад бегут, или куда хотят. И вот мы дошли до Данцига. Сейчас Гданск называется, а тогда он же немецкий был, Данциг. Вот мы утопили немцев в Балтийском море. Трудно было воевали. Ихние корабли с Балтийского моря нас обстреливали, понимаете, все. Ну, подробно говорить я не буду. В общем, мы их утопили, и нам дали отдых. И где? В Сопоте. А Сопот это курортное местечко на высоте, на Балтийском море, понимаете, где после войны песни пели там, понимаете, так все. И вот мы отдыхали, и из Куйбышева к нам приехала делегация с военных заводов вручить нам автоматы, понимаете, все, ну и там покурить махорки привезли, ну, в общем, как солдатам. Вот мы их встретили, мы им тоже подарки дали, кортики немецкие дали, понимаете, все. Они говорят, мы поедем обратно, нас, говорят, то будут обыскивать и берут. Мы говорим, нет, берут. И дали им документы на это оружие, кортики, что это именно мы, фронтовики, подарили. Понимаешь, они где-то, не понимаете, взяли. И потом мы начали догонять, а фронт ушел уже к Одеру. А в устье Одера город Шеттин. Это как на Волге Астрахань, так и Шеттин на Одере. И мы Одер форсировали, 2 Одера мы форсировали, потому что сначала один форсировали, и идет длинный остров, он куда идет? В общем, 2 Одера. Мосты, около мостов мы форсировали. Мосты взорваны и плитами так и лежат в воде, понимаете, да? И после этого Штеттина, вот, мы Штеттин не видели, даже в глаза я не видел, и дошли до города Гюстрова, Росток на Балтийском море, это около Дании. Вот. И теперь нам, артиллеристам, кричат пехота. Артиллеристы,
Сегодня же 1 мая. Правда, что ли? 1 мая. Мы числа даже не знали. Вот, воевали, понимаете. Только на уничтожение. А немцы к нам не сдавались, потому что они боялись мщения. Они у нас столько наделали неприятностей. Знали, что будут за это отвечать. И они бежали к американцам, понимаете. А нам, которые не могли уже, понимать, что туда сдавались. Вот. Лагеря, сколько лагерей заключенных наших военнопленных освобождал я, понимаете, так? Искал своих братьев, потому что таблички были на койках, и вот ходишь по лагерю, понимаешь, по этим табличкам, все, думаю, потому что судьбу ихнюю я на фронте не знал еще, понимаете, так? Вот, не знал. И вот праздновали мы 1 мая, послушались пехотинцев, пушки рассредоточили, коней распрягли в укрытие. А у нас повозка была трофейная, понимаешь, с трофеями. Там мак был, там спирт был, там масло было растительное, мука была, понимаешь, как чуть так блинчики, понимаете, раз-раз разболтаем, понимаете, так все. Вот. А 2 мая, значит, движение делаем мы вперед, 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 вперед. И разведка докладывает, что впереди больше немцев нет. И дальше разведка пошла, американцы. И вот мы с американцами встретились 2 мая. Я закончил войну 2 мая, а война еще не кончилась. Берлин еще не взятый. Вот. И мы, значит, расположились около леса, ночь переночевали. Командир батареи и с другими подразделениями договорились этот лес прочесать, чтобы узнать, что там немецких вооруженных сил нету в этом лесу. И вот мы цепочкой пошли по лесу. Этого человека видишь, и этого... И вот лани выскакивает, это козочки. Ох, через эти бурьян перемахивает, как... А ты сразу настораживаешься, думаешь, шорох от немца, понимаешь? Вот. Прочесали этот лес и вернулись назад и расположились. Стали ставить палатки, все, понимаете, так кухню поставили, понимаете, так все. Варить нам стали, а то приносили, когда принесут, а когда не принесут, ничего кушать. И вот наступает 9 мая. И 9 мая, а мы стоим спокойно, понимаете, так, все, знаем, что в лесу нету никого, понимаете, так. Вот. И объявляют День Победы. Вот мы тут обрадовались. И начали стрелять с автоматов туда-сюда. Мы тоже зарядили холостыми пушки, понимаешь, так, из пушек, понимаешь, так. Ага. Повар говорит, ну, говорит, я сегодня вам в День Победы такую, говорит, кашу сварю, говорит, которую вы никогда не кушали. Вот. Ну уж такую сварил, такую досварил, понимаешь, так, и потом мы ели, понимаете, так все. Вот в такой обстановке военной никаких гражданских лиц 2 мая мы не видели, ничего. Но я не рассказал, когда мы с союзниками встретились, ну, я небольшого роста был, меня этих американцев в танк пригласили, я в танк залез, там виски меня угостили, часами начали обмениваться этими компасами, понимаете, так, у нас были трофейные, понимаете, так все. Теперь вот война закончилась, объявили. И меня, и еще 3 человек с батареи посылают на охрану какой-то трассы. Сначала ничего не объявили. Ну, все,
построили нас, собрали, и получился у нас человек, наверное, 20 строй. И пешком мы пошагали, и пошагали ночью. Идем, спим друг за друга, держимся, спим, понимаешь, а идем. И пришли в назначенный пункт, и нам объяснили, что так и так, дорогие товарищи, вы пришли охранять. Будет встреча Константина Константиновича Рокоссовского с английскими и американскими генералами. Вот. Мы должны обеспечить охрану. И меня еще одного поставили в лесу. Там или дома лесничих было, понимаете, все. Но мы в дома не заходили, они не жилые были, понимаете, так. Нам запрещалось, потому что могут там и заминирование, понимаете, так я полез, понимаешь, и взорвался. Вот. И нам сказали, что вот Рокоссовский должен поехать, по этой дороге проехать, понимаешь, так. Ну, мы ждали. И появляется мотоциклист с ручным пулеметом на мотоцикле, вот, с коляской. Потом машина, потом бронетранспортер, потом машина, потом еще несколько мотоциклистов с пулеметами. Проехали, все, мы ничего не видели, что, ну техника прошла, и все. Вот. И нас снимают с этого места и в какой-то населенный пункт. Какой? Я не знаю, хоть бы и сказали тогда, все равно я бы забыл, понимаете, так? Вот это Бюстров-Росток я, конечно, уже на всю жизнь запомнил, понимаете. Это портовый город. И вот, ну, там организации там туда-сюда ходят, и военные ходят, все, понимаешь. Хотелось Рокоссовского увидеть. И увидел я увидел его, и был к нему расположен, ну, метров 20-25. Ох, какой, понимаешь, Рокоссовский мужчина, понимаешь, поляк, красивый, понимаете, молодой, стройный, понимаешь, так. Вот. Прекрасно, чувство было изумительное. И вот они эту встречу провели, и нас обратно в часть привели, понимаете, так, все. Прикиньте, ирзинден девался сакрмыш майнде. Я пин командир дивизиона капитан Чайковский, был здесь сибиряк, Рокшинчи. Тоже учитель десятский романа коллег дети. Эх, сулать сепла, сулать алыбе. Значит, сейчас машинка смотри, тузабадам рахма, кассете, строят ратмахошин дебедембех дивизиона, батарейна. Эбратарза пурте, пирнумра уткалать, эброзип не пельмель, уткалать, ахрин, пиденте, сауныс, так, мен был на сидептер. Бара, уткалать обкраде. Братцы, а война-то кончилась. Ай-яй-яй. Евалан мабыштар, Евалан зачем? Вот позже пятне я плакать ценила. Ну, не темскер на канзембек. Все. Перзартана. Ыдалан за пербринбе, чуп туза. Жинже Евалан аспорте. Эбрс чи шамрки земандра, ямрки булмандан. Чарайолна, варжабетни чарайолна. Чарайолна. Кайла, гильдим теперь уже Украина. Днепропетровский Житомир. Днепропетровская Житомир, где реорганизации армии бывает, сокращений, ну, мы не будем достигать. Вара пин дивизион в мне, батареи хворась, самоходный дивизион в мне, самоходные батареи, елчанашка, к скецебдена, только время мешкания орудий из них хвар, например, ты с ней, да, сдавать туда. Вара теперь начальник секретной части был Малобоч Мандага. Начальник, вот интересно было, тем не было чуть. Начальник секретной части полдом первого утра. Варага теперь Германия нумай, солдат сыне вот из нее зацедом, да пин щитме шинзе, ширим жин гилли был забиде. Вара
начальник штаба говорит, давай-ка, съезди-ка, за этими, как покупатель денежки, говоришь, в качестве покупателей, говорит, давай к нам 20 человек предлагают из репатрированных немцам банче пленда был из не американцем гларда Штернберг Холлинде, это сборный пункт лагерь был. Сейчас в лагере гаймала быть, край Свартран. Сейчас до лагеря гайрм да форма 2 ердись книги, солдатсен учет, это улазым хапта, перчуаш пор. Яндушкин Варфоломей Федорович 19-го года рождения, деревня Юнга-Пущи, Татаркасинского района Карасундырского года. Куда дерем Хорас Марха? Ендеш жехтемельный? Да. Да. Пора. А был позже пусть ламыш малданки жултин жехлек не блинал, кадровик полндага 19-й год самый. Позже пусть ламыш улахлек не взем. Пора. Я ширим жинна изе буза, каждый бе калаш санде, малдан кампулна, перед партири симтлара кили бомдагане. Мара, как я Андушкин атачинде Варфоломей газетисте, тарача пехизин Шулля поманранде. Хано лере немесе бандезне спеш, мендуна хратца идене. Да, прямо сах ним галичень. Варфоломей тип. Чавашламан мами? Лерер макрсеч. Пора. Кайран. Ол Варфоломей теперь демобилизация мала, волда демобилизация легет. Епте демобилизация ха теперь пин каймалла. Ел ты сине просили пухасти, лагерь зем дума изегаешь. А эплеб уже расформирование будет стать. Начальник писать Курочкин. Сейчас говорит, давайте до конца дусам директора. Вот юлашки сан демилизационные удостоверения печать позапрда, ора печать шундар зарад пр акт ширных адерлений. Цела два пр. Ора Варфоломейда печать постарна, бена ямаром, лагерь тендесире. Шерле ора печать посымырда, гражданский том дагандамыр. А он нумай марча, а укша бере фронт работный сине нумай укша барда. Я больше что-то Тогрбинит на укшабач. Кызы укшабыл на. Тада малдарах лизем тада, ну майзан да ширм жербини легенде борче пшамда прахполда. Ора Курочкина Ильзе Кармер. Ресторана, не ресторанда. Давай, мені лескиет, шавна давай. 29 мая ел чазне снеду забдетым рде, и винде тадам рда. Шаур лишке, ай та. Химинструктор борче. Я противопритный масло была, жир был пропитать, накидка борче, шау накидка надо хандарцать. Я платохромер. Сирен дахнус майнзе, Днепропетровск, дохромер, Харьков, Орла, Вильдемир. Вот. Яндушкина вара хамба пролейзе гильдем. 9 мая 1945 года война закончилась не для всех. Впереди еще было сражение с Японией. В РЗПЦ 5-й полк связи, резервный полк по 3-й полк связи, прилежности, ядись штабную роту Костромана. Костромара, 3-й полк, 49-717, 7-й отдельный полк связи Карельского фронта, 7-й воздушной армии. Вот сюда штаба лекарем. Вара командующий Карельским фронтом Мерецков маршал был на. Я говорю, нимде пельмени, умберги, макунда переводить ту на Киев-Ран. Оказывается, Ялтинский конференции, Черчилль, Сталин и Рузвельт договорились туна, что в РСПЦ сын визию Ихран перень войсказем полушмала Япония. Вот вара эшелонба переотправить турист Дальнего Востока.
Далее возлагаю лекарем 3-й воздушной армии дальней авиации, командующий Хальде Аствадов, был, как его, генерал-полковник Жданов, начальник штаба Перминов генерал, и полетной части генерал Виричев. Радист по радио, да, исследование, Морзянкова тоже исследование. В 1949 году надо командировать турист 19-й ШМАС, 33 468 воинский часть вроде то. Вот сандат. В общем, 19-й ШМАС, Благовещенский район Изимар, на реке Амур. Ну, в основном Хамр техника на Китая передавать туром в 1949 году. Хамр, полная техника, даже ФД паровоз не делал по Китая полушно, чтобы революции минутер. Мен будет сагрсил срочная служба. Мана херехтватами шулда конца ноября из Загайна и служить ту небе до 11 ноября 1952 год. Сюда теперь это вот первый эпизод, понимаете, это. И вроде, когда мускари начали Каспала, значит, это, но пере до меня до зародаться. Шивречка была выдача, шивкеринзе вред это мен пол где это оборон занимает туда вырца был за. Вот Каспала, Матвеев Виктор Бильзегов, там было тем сазил тример, что-то шумбартатарат, шизасей. Саба, похапырда, вижимылге пенжела саба бураса. Хай еп старший, он говорит, смотри, подрасицер сын, стой, руки вверх, стрелять будем. Команда бара продержит, все, потеря пульса, он пор 20-30 метров, а я бросил гаяза, понимаете, это и харус, кшкарзардамару. А лишимся, это все, тюрек, алызе, дратрыш. Сейчас камзам была, японцам мар, белогвардейцам бодис. А чем он банды? Манчжурине, мы тут засхега, тарзапце. Вот сейчас в мене день полиция замболна. Зам сейчас укрепляет мне оборонительные сооружения, сандает кайматохнозам. Ебер перехватили. Зам это на помощь японцам сейчас укрепляет мне это пурматохносхега. Вара пен командир полка Петров полза, полковник, Чваш. Но воравзане исследовали. В пистолет не тот согласен, где понимали, да Европа, Ярабара Данджах. Вара взамба, ну май торговать тумарис, а пен маллага яспет. Перзе брахса бьерч, хавар баблеста и из жеребешкани. В общем, это преике японцам сяба легеси был засын тоже тюрех на расход. В расход. Вот. По сравнению с другими регионами, Чувашия – крошечная республика. Однако ее вклад в общую борьбу за свободу, честь и независимость Родины оказался немалым. За 4 года войны Чувашия послала на фронт более 210 тысяч сыновей и дочерей, 5-ю часть населения, из которых свыше 100 тысяч погибли. Погибли, чтобы мы жили, причем каждый второй из невернувшихся пропал без вести. Вдумайтесь в эти цифры. Они свидетельствуют о том, какой действительно страшной была эта война.